Добрый день, уважаемые участники фестиваля, уважаемые гости. Разрешите представиться. Мы приехали хайырлы күн. Давайте поприветствую вас на татарском языке. Мы приехали из Татарстана, из Казани. Представляем Республиканскую специальную библиотеку для слепых и слабовидящих Республики Татарстан. Меня зовут Гилюся Закирова. Я заведующая организационно-методическим отделом нашей библиотеки. И со мной моя коллега Валеева Айсулу Тагировна. Я редактор библиотеки издательского отдела. Мы сегодня хотим вам рассказать немножко о нашей деятельности, о книгах, специальных форматах на татарском языке, об истории возникновения татарского Брайля и о наших проектах. Немножко шире возьмем нашу лекцию, не только о книгах и Брайле, но и о тех проектах, которые у нас направлены на развитие татарского языка и распространение ее среди незрячих и слабовидящих людей. Многие годы единственным источником информации для незрячих являлись книги по Брайлю. Очень интересно возникновение татарского Брайля у нас. Следует отметить, что не все языки, народы национальные имеют свой брайлевский алфавит, и книги на национальном языке печатаются только в 6 регионах России. Это Удмуртия, Башкортостан, Якутия, Тыва и Чувашия и Татарстан. Как я уже отметила, очень интересная история возникновения татарского Брайля. Татарский Брайль среди национальных шрифтов по Брайлю появился одним из первых в 1931 году, когда незрячий юрист и выдающийся тюрколог Галимджан Шараф разработали шрифт, приспособленный к иероглифу, и с тех пор в 1934 году при татарском книжном издательстве, в то время это типография Камиля Якуба, началась печать книг на татарском языке. Однако в конце 30-х годов произошел переход с кириллицы на латиницу, вернее, с латиницы на кириллицу, и также татарский шрифт Брайля, также был разработан новый шрифт. 6 точек, которые есть в татарском языке, к Брайлю приспособил также татарский общественный деятель незрячий Шариф Калимулович Яникеев. И с 1939 года в газете «Советской Татарии» был напечатан указ, и с того времени был утвержден татарский алфавит Брайля. И с тех пор в Татарстане начали печататься книги по Брайлю. В те годы были напечатаны книги почти вся классика, и до 80-х годов шла печать татарских книг. Однако в 80-х годах в связи с тем, что это дорогостоящее издательство стало нерентабельным, и незрячие специалисты, которые умели делать тоже, их не стало, ушли, и с тех пор до начала 2000-х годов, более 15 лет, книги на татарском языке по Брайлю не печатались, не поступали в нашу библиотеку. Те книги, которые уже были в наших фондах, они обветшали. Естественно, у незрячих татар была потребность в таких книгах, и в начале 2000-х годов нашей библиотекой были разработаны грантовые проекты, и возобновилась печать книг по Брайлю в 2001 году. Первые книги, которые были напечатаны, это Тукай, Ватаном Татарстан, книги Халима Джаляя, и с тех пор у нас пошла печать книг. За эти годы, конечно, была создана типография. За эти годы у нас типографская база тоже уже обновлена. Сейчас мы печатаем книги, уже расширяем производство, печатаем книги по программе сохранения языков, по программе печати художественных книг. Также печатаются учебники для школ, где учатся незрячие и слабовидящие ученики, которые предоставляются безвозмездно.
Также печатается переводная литература татарских авторов. Это то, что касается Брайля. В 60-х годах начали появляться аудиокниги. Широкое распространение аудиокниги, да, вот последние годы для зрячих людей приобрели, но для незрячих начали появляться такие книги в 60-х годах. Изначально шли долгие споры, как их называть, но пока специалисты спорили, сами незрячие придумали такое название, как «говорящие книги». Также в нашей библиотеке в 61-х годах была создана студия, и началось производство говорящих книг. За эти годы менялись носители книг. Вот здесь мы можем видеть разные носители. Изначально это были рулоны. Люди постарше, наверное, еще помнят, да, катушечные магнитофоны. На рулонах вот такие вот книги были. Следующие носители это были уже кассеты на кассетах. Далее были диски. И сейчас уже печать книг, запись книг производится на флешках. Также наши книги мы заливаем в электронную библиотеку, интернет-библиотеку, где незрячие, зарегистрировавшись в любой точке России и также других стран, могут читать книги на татарском языке. Помимо этого, начали появляться в 2009 годах книги с рельефными рисунками. Они тоже вот здесь, можно будет подойти, посмотреть, потрогать их. И тактильные книги печатаются. Данные книги уже предназначены для более детского возраста, для обучения. Также после можно будет посмотреть, потрогать. И также для знакомства вот можно будет передать алфавит по рядам, да, посмотреть тактильный. Помимо этого, наша библиотека, конечно же, естественно, производство специальных книг дорогостоящее. Мы, естественно, Министерство культуры нас финансирует. Также для более интересных книг мы уже разрабатываем различные грантовые проекты. И в рамках этих грантовых проектов мы также работаем. Помимо этого, в последние годы, начиная с 2018 года, наша библиотека развивает тифлокомментирование, где с помощью спектаклей на татарском языке мы также помогаем популяризации татарского языка. Адаптируются спектакли, и незрячие люди также наравне с обычными зрителями, получая наушник, могут уже более полно посмотреть спектакли. Вот то, что я, наверное, хотела коротко рассказать, я рассказала. Сейчас можно будет у нас, наверное, немножко неудобно будет. Для письма используется вот такой вот, специально бумага используется, вот такой вот трафарет, грифель. Можно будет, если желающие есть, можно будет попробовать пописать. И также, если у вас вопросы будут, мы, наверное, в формате лучше вопрос-ответа, да, поработаем, чтобы обратная связь была, чтобы нам было, и нам было интересно, и вам, как бы, да. Раз. Добрый день, меня зовут Александр. Подскажите, пожалуйста, типография у вас при библиотеке или она при обществе слепых? Ну и про финансирование, вот как раз вот вы заговорили, Министерство культуры отметили, да, а также спонсоры или в основном это тоже какие-то гранты? Спасибо. Да, библиотека, как я уже сказала, в силу того, что у нас типография прекратила свое существование, да, библиотека взяла вот эту проблему на себя, разработку. Была создана мини-типография при нашей библиотеке, которая уже, начиная с 2001 года, уже модернизировалась она, как бы, да, и при нашей библиотеке печатается, не привоз. Финансирование, по смете мы что-то издаем, несколько наименований книг, до 10 наименований книг. Также мы работаем по программе сохранения и развития языков и гранты, либо спонсоров. Вот в этом году мы напечатали Коран, переводы смыслов Корана, и при
поддержки народного артиста Республики Дагестан Рената Каримова и распространили во все регионы библиотеки России. Не знаю. Я могу, конечно, от себя еще немножечко добавить. В общем-то, Гульсия Тавкиловна уже все сказала. Я в библиотеку пришла работать в 2003 году, практически одновременно с тем самым моментом, когда начала библиотека издавать книги по Брайлю. Я в этот процесс, конечно, не вникала. Я пришла туда работать редактором. Я, можно сказать, пришла туда как случайно, но осталась надолго. Больше уже 15 лет работаю там. Поначалу мне пришлось всему этому учиться, потому что мои образования совершенно не подходят для работы в библиотеке. Я, в общем-то, по первому образованию акушерка, по второму юрист, а потом мне пришлось выучиться на дизайнера и освоить компьютерную программу, в которой я стала, в общем-то, работать. В 2009 году началась новая эпоха по работе с рельефной графикой. Все библиотеки стали работать в этом направлении. Я тоже начала работать в этом направлении. И вот хочу похвалиться. В этом году был разработан альбомы «Красная книга Республики Татарстан». Изображения, значит, у нас данные – это животные беспозвоночные, позвоночные, грибы и растения. У меня в руках животные позвоночные. Соответственно, здесь идет сопровождение как по Брайлю, так и в плоскопечатном тексте, так как мы понимаем, что дети у нас есть не только тотально незрячие, у нас есть еще дети, которые с ослабленным зрением. Для них есть укрупненный шрифт и яркие картинки. Картинки сопровождаются также рельефными изображениями. Так, секундочку. Эти животные, растения, они, как я уже сказала, водятся у нас в Республике Татарстан. Безусловно, проект это новый. Вы первыми практически видите эти книги. Сейчас они только-только поступили в нашу библиотеку. Вот еще похвалюсь, сейчас еще картиночку покажу. Вот летучие мыши у нас есть. Я пока работала по этой книге, я и не знала, что у нас... Нет, у нас есть, конечно, летучие мыши, но чтобы такие, нет, не знала. Вот хотелось бы адресовать вопрос касательно процесса изготовления. Будьте добры, проговорите, потому что очень сложно воспроизвести это как-то. Да, это трудно. Самой было очень сложно во все это вникать в свое время, но сейчас уже более-менее, да. Давайте тогда вот как раз вашими глазами, человеком, который прошел весь этот путь. Представим, да, у нас у всех есть дети. Как мы понимаем, дети здоровые, они получают информацию из окружающего мира на 80% глазами. Представим, что у нас родился ребенок, он растет, он развивается. Мало того, нам еще советуют, ой, а давайте во время беременности, во внутриутробное развитие, значит, будем читать книжки. Да, кстати, это помогает, дети умными становятся, реально рождаются умными. Нужно слушать музыку, потом он рождается, потом мы начинаем его обучать до первых шагов. Мы также читаем книжки, мы с ними занимаемся и так далее. Ребенок, естественно, осязает этот мир не только как бы руками, да, он видит глазами. И для него это все происходит параллельно. Осязание, глаза, тактильное восприятие этого мира. Незрячий ребенок или слабовидящий ребенок этого всего лишен. Соответственно, здесь стоит колоссальная трудоемкая работа тифлопедагогов, дефектологов, родителей,
которым нужно помогать развивать своих детей, чтобы они стали полноценными, развитыми людьми. Потому как мы должны понимать, что зрение, вернее отсутствие зрения у детей ведет к их отставанию в развитии. Соответственно, как я к этому пришла? Рисунки создаются компьютером, в компьютерной программе. Потом все это упрощается, создается контур. Где возможно создать рельеф, создается рельеф. Все это потом распечатывается на обычном принтере, цветном принтере. Но после этого, я не сказала, что это специальная бумага, жутко дорогая, 1 лист 100 рублей практически стоит. На специальной вспучивающейся бумаге, которую мы заказываем чуть ли не из Лондона, который к нам приходит долго, но мы ждем. Далее, пока мы ее ждем, мы это все рисуем. Рисуем, потом уже распечатываем, потом у нас есть специальная лампа вспучивающая, и пропускаем все эти листы через эту лампу. Черный цвет, серые тона, все это вспучивается. Вы можете подойти, посмотреть, потрогать. Далее, каждая брайлевская буковка, которая состоит из точек, набирается вручную. Пришлось специально создать, как это называется, макет свой, на котором я набираю этот шрифт. Да, шрифт Брайля мне тоже пришлось выучить. По-другому никак нельзя. Не знаешь, не можешь работать. Это тоже язык. Почему я радею за Брайль? Брайль – это в первую очередь грамотность людей. Сейчас, пару лет назад у нас был проект. Мы создавали анатомию для медицинского колледжа, для будущих массажистов. Контингент был набран человек, наверное, 30. Они все были разновозрастные. И кто-то был изначально ослепший, кто-то позже ослепший, кто-то из них исключительно читал только аудиокниги, а кто-то знал Брайль. Соответственно, мы издавали рельефную графику, которую, в общем-то, они читать не могли. Вопрос почему? Вопрос простой. В этом году набрали новых студентов. Они все закончили Лаишевскую школу, интернат. Они с самого раннего детства учились читать Брайль. Они учились читать рельефные рисунки. И теперь мои атласы, которые были созданы по анатомии, востребованы. Я так рада. Они работают. Вот. И они помогают. Потому как аудиокнигами все эти мышцы не опишешь, кости не рассмотришь. Их нужно посмотреть, их контуры, очертания. А рельефная графика это дает возможность сделать. Вот. Вопрос был еще про регионы России. Да. Мы также работаем с регионами, и мы являемся единственной библиотекой, которых является хранителем книг специальных форматов и издателем. В республике у нас тоже издательств нет издающих. И мы являемся инициатором обслуживания незрячих татар, проживающих в других регионах России. Сотрудничаем с библиотеками, у нас широкая сеть специальных библиотек. Но, к сожалению, в последнее время идет такая тенденция, что библиотеки слепых как отдельные единицы, они сокращаются, они либо присоединяются к национальной библиотеке как отдел, либо к публичной библиотеке. И здесь уже возникает такая проблема. При слиянии издательские комплексы, вот это все сокращается, остается только обслуживание. Соответственно, вот эта вся работа с незрячими, она тоже сокращается. Да. В финансовом плане, ну, как объясняет оптимизация, это больших таких выигрышей не дает. Мы обслуживаем незрячих татар, проживающих в регионах, в других регионах сотрудничаем, библиотеками на основе договоров. Также у нас различные культурные проекты. И несколько лет тому назад наша библиотека с общественной организацией «Торос», также есть проблема у незрячих
доступа к электронной информации, то, что в сети интернет, работа с компьютерными технологиями, да, и несколько лет назад в сотрудничестве нашей библиотеки, специалистов Казанского государственного университета и общественной организации «Торос» был разработан синтезатор татарской речи на татарском языке. Называется он «Талгат». Почему «Талгат»? Потому что он звучит голосом человека, который прочитал очень множество книг, озвучил Талгата Хаматшина, это радиоведущий наш, очень известный в Татарстане, и его голос выбрали сами незрячие. И вот этот синтезатор еще пример того, то, что создано, как мы говорим, в последнее время развивается универсальный дизайн, да, вот то, что касается доступной среды, то, что создается для инвалидов, пандусы, они удобны и для маломобильных, и для мамочек с колясками, и здесь тоже такая же ситуация. Вот этот синтезатор у нас стоит на сайте крупнейшего нашего информационного агентства Татаринформ, и зайдя туда, можно нажать кнопочку, и озвучивается эта информация. Очень удобно даже для изучения татарского языка и для прослушивания. Те, кто сами не могут читать, могут прослушать. Вот. Ну, да. Все сказала? Да, все сказала. Я еще не договорила. Мы говорили про тактильные книги. Все, что мы вам представляем, то, что можно потрогать руками, это тактильные книги. Но это книги для более старших детей. Но у нас же есть еще малыши. И вот то, что касается малышей, часть книг вы уже видели. Но вот одна из новых книг, которая еще не дошла до их маленьких ручек, я хотела похвалиться. Пока в этом ISO году у нас же получается у нас в Татарстане год языков. Ой, нет, у нас год народного единства и родных языков. Так как у нас более 14 национальностей, то мы в этом году издали вот такие вот сказки, правда, они на русском языке пока, по Брайлю и в плоскопечати. Вот если взять татарскую народную сказку, то они тут сопровождающие также с рисунками, и эти рисунки описываются тифлокомментированием. То есть вставлены тифлокомментарии, которые дети постарше могут прочитать. Не нужно забывать еще тот момент, что у нас есть незрячие родители, зрячие дети. И есть наоборот, зрячие родители, незрячие дети. Соответственно, для таких детей и для таких родителей тактильная книга – это очень хорошая помощь. Во-первых, это занятие, это совместная деятельность мамы и ребенка, ну или папы и ребенка. Это можно прочитать книгу ребенку, да, то есть прочитать. Здесь у нас идет брайлевский текст на пластике, вручную выпечатанный, плоскопечатный текст для людей с ослабленным зрением, брайль для людей уже конкретно тотальников, тотально незрячих. И, скажем так, а для детей, для их тактильного восприятия и счастливого времяпрепровождения это куклы. Они могут их потрогать, они могут с ними поиграть, они могут поиграть в ролевые игры, озвучить эту сказку. Мы понимаем, что, например, когда работают педагоги, они эту книжку изучают там, от 1 месяца и больше, потому что это колоссальный труд. У детей не очень хорошо развита память, они ее развивают, и, соответственно, многократное прочтение одной и той же сказки, проигрывание ролевыми играми, дети запоминают. И потом они уже сами начинают придумывать, сами начинают играть и, в общем-то, сами начинают придумывать новые сказки своим родителям. Это также развивает коммуникацию ребенка. Можно вопрос? Да, конечно. Вы делаете такой большой акцент на именно ручном труде, и, разумеется, видимо, так все и происходит. Скажите, именно перевод из кириллицы в Брайль, он происходит также ручным образом или этот процесс автоматизирован? В моем случае, если, допустим, это тактильная книга, это ручной труд. То есть это я сама набираю, вот на этой самой, вот на машиночке. Да, вот
скажем так, вот на этом трафарете тыкаю пальчиками, перепечатываю, Если уже вот такие вот книги. перепроверяю. Щас. По 3-4 раза сама перечитываю, перепроверяю, села на очки, глаза сели. А вот Шурале, вот такое большое издание. Если То, уже- что, да, то, что, например, скажем так, вот здесь вот на бумаге, это автоматизировано, это печатает принтер, это принтер. Но если, скажем так, вот, допустим, вот эту сказку взять, то сначала, вот, допустим, вот эти странички, они каждая вручную отдельно сделаны, да? То есть, получается, страничка пропечатывается на одном принтере, потом пропускается на другом принтере, дубляж. А то, что брайлевских книг уже большие, брайлевские книги бывают не только такие, да, еще бывают толстые, несколько томов. Здесь уже печатают принтеры, как происходит процесс. Если у нас электронного варианта книги нет, мы сканируем, создаем электронный вариант, ошибочки исправляем и конвертирует программа. После этого уже на брайлевский принтер отправляем печать по брайлю. Нажимаешь и уже... То вот есть у как вас бы- есть конвертер кириллица Да. Брайль. Ну, замечательно, да. Да. И интересный такой факт. Используется специальная бумага брайлевская для печати, чтобы Она эти толще. выпуклые книги держались. И одна страница книги обычного текста в Брайле это будет где-то 5-6 страниц. Соответственно, ну, маленькая карманная книжка, вот, ну вот Шурале это, да, трех языках тут, на татарском, русском и английском. Ну, то есть это тоненькие книжечки, да, но вот, соответственно, она вот такая толстенькая Одно получается. стихотворение получается на 3 А. языках, вот такой толщины по Брайлю. «Война и мир», вот мы всегда любим приводить Каким такой тиражом пример. вы выпускаете или по одной книге всего? У нас тиражи идут малотиражные, в основном это где-то 15 экземпляров. Получается, мы обеспечиваем, ну, свои фонды Давай скажу. и филиалы наши. В случае утери, потери книг у нас сохраняются электронные версии. Мы всегда можем восстановить эту книгу. Далее, если кому-то эта книга очень уж понравилась, Print Ну, on demand. но прям уж, ну, очень им хочется это, ну, конечно, ну, что, бумаги жалко, что ли. Мы распечатаем эту книгу и подарим нашему любимому читателю. Ну, либо- Также мы, да. естественно, устраиваем всевозможные конкурсы. Это вот Гульсят Авкиловна, она молодец, она по этому поводу хорошо работает, привлекаются читатели. И, конечно, делаются подарки, книжки. Мы это тоже Да, делаем. либо дополнительные тиражи, если тираж уж нужен, допустим, в какую-то школу или в какую-то библиотеку, конечно, естественно, при наличии финансирования мы печатаем. А вот Коран, а допустим, мы печатали 300 А с экземпляров. организациями работаете? Вот, например, УПП ВОЗ. Они Да. вас не заказывают? УПП ВОЗ нет, не заказывает, потому что ВОЗ у самих с финансированием очень плохо. Здесь уже мы работаем, стараемся работать, грантовую деятельность очень широко ведем, стараемся Это своими, спасает. да, предложениями выступать и вклиниваться в различные программы в рамках этих программ, печатать. Ну вот как-то стараемся так расширять. Но наша библиотека очень хорошо работает с детскими садами, школами. Новые книги, особенно вот тактильные, они гуртом берутся и отправляются в детский сад. Там они устраивают этот рассмотр этих книжек, привлекаются вот читатели. Надо же работать вот с такого возраста, понятно? Потому что если мы с такого возраста их не возьмем и не поведем за ручку в нашу библиотеку, они к нам ходить не будут. Они будут просто-напросто сидеть, ну пусть не в телефоне, но с говорящими книгами. А нам нужно, наша задача, это привлечение их к Брайлю. То есть, потому что не все дети будут знать этот Брайль, не всех детей родители отдают в специальные школы, интернаты. И хочу отметить, что у нас же инклюзия широко шагает, да, и многие, вот, допустим, даже вот в нашей школе, где мои дети учатся, в классе есть девочка, которая уже как капитально теряет зрение, но они ни в коем случае не хотят отдавать ее в коррекционную школу. Она там уже полуслепая, но она ходит в школу, ей дают больше времени на занятия в классе, больше уделяют ей времени, но она ни в коем случае не хочет. А я стесняюсь сказать ее маме, нужен Брайль.
ей все равно придется, потому что никакая операция, она уже ее не одну перенесла, зрение просто садится и садится. Оно уже все, оно уже просто будущее тотальница. И, к сожалению, она упустит то самое время, когда она должна была бы научиться читать по Брайлю, читать рельефную графику, потому что мир ее сузится. Да, вот и все. Еще вопрос по технической реализации. Конвертер, который вы используете, он дает иногда какие-то ошибки? Требует ли это вычетки или процесс налажен очень хорошо? Да, бывает и принтеры дают сбой. Скорее принтеры дают сбой. Принтеры. Не программа, а принтеры. Бывает сбой и бывают ошибки. Конечно же, это редактор по Брайлю должен вычитывать, проверять. Касаемо технического вопроса, я знаю, что даже для Word есть шрифт Брайля. Просто в редакторе Word можно кириллицу вывести в Брайль. Ну, почему знаю? У меня есть две ученицы астинского языка, которые незрячие. Вот одна из Казахстана, другая из Волгограда. Вот, и мне пришлось как бы осетинский Брайль, его нету. Ну, вот я нет, как да, бы да, его нет. на свою как-то посмотрел, как в остальных языках, в том числе в татарском, вот что-то взял, как бы сделал осетинский Брайль. Вот. И одна из учениц, она как раз записывала Брайлем, вот с таким вот планшетом. Я вот первый раз увидел, как он это выглядит. И, ну, конечно, я просто хочу выразить свое восхищение тем, что вы делаете. Это просто удивительно. Спасибо. Приятно. Да, следует отметить наши книги, издательская деятельность. Среди библиотек мы одни из лучших, да, где издательская деятельность ведется. Она, конечно, оценена также на конкурсах различных. Среди таких наград наших, которые наши книги, наша библиотека обладает, это национальная премия «Хрустальный компас» в области национальной географии, премия Русского географического общества, это очень высокая премия, международная премия Бианки литературная. Ну вот как бы это говорит о том, что да, мы не стоим на месте. Она, конечно же, наша работа оценена прежде всего, что для нас важно, это, конечно же, наши читатели, для кого мы работаем. Да? Также нам приятно, что эта работа еще оценена вот, не только библиотечным сообществом узким, вот, да, и более широком, как бы, вот такой вот общественностью. И это дает нам двигаться дальше, то есть привлекать к этой проблеме, да, отсутствие литературы. Если говорить об этом, но форматы специально переводятся всего 5-6% в мире, но в России и то больше, меньше получается. Вот, и нам это дает продвигать в дальнейшем. Ну, у нас еще не только детская литература, да, у нас есть еще и посвященная военной тематике. Почему я взяла эти две книги? «Битва на Кулику». Сейчас я закончу, просто уж покажу. Ну как можно не показать такую прелесть? Вот. «Взятие Казани» делала и плакала, честное слово. Иваном Грозным, когда помните, да? Вот специально привезла. Боролись наши, мерли, но никак. То есть вот. Орудие, да, Ивана Грозного и так далее. Ну и «Битва на Куликовом поле». Тут уже наши, конечно. Ну, я не говорю, что это прям конкретно наши, да, но все равно оттуда из Казанского ханства перли и перли. И тоже мерли и мерли. Так, где у меня? Здесь, безусловно, книга сопровождается тактикой боя, введение. Карты все разобраны буквально по частям, по пунктикам, друг за другом, чтобы читатель мог дойти своим умом. И текст Брайля содержит перевод, нет, тифлокомментирование, вот, для того, чтобы более-менее было понятно эту карту разобрать. Так, вот у меня теперь все.
И еще, пожалуйста, вопрос по поводу распространения практики книг на Брайле на национальных языках. Вопрос относительно трансполирования этой практики на другие языки. Понятен вопрос с потребностью, понятен вопрос в общем владением национальными языками, но с технической стороны есть ли какие-то сложности? Ну, понятно, что нужно помимо символов, которые в русской кириллице, добавить те, которые в этих алфавитах, но есть ли еще какие-то внутренние сложности в процессе? Помещение бы побольше. А то я сижу зажата, вот так вот стеллажи, вот так стеллажи, вот прям зажата. Побольше помещений надо. То есть Увы. фактически все, что вы сейчас создаете, вы можете взять Каморки. другой язык и продолжать свою деятельность, просто подработав алфавит. Мы помогаем другим регионам, наша библиотека консультирует, помогает, к нам обращаются другие регионы. Года 2, по-моему, назад к нам обращалась Тыва, мы помогли, Хакасия обращалась, помогаем им. Там уже сами регионы, свое сообщество. На других языках мы не издаем, только на татарском и на русском языке. Ну, единственное, еще Да, английский алфавит еще был сделан, вот наподобие алифбе. Да, это было сделано. Хорошо, тогда, значит, вы помогаете подготовить эти макеты, а печать осуществляют другие регионы, верно? Я понимаю. Нет, мы помогаем, именно говорили о том, что не у всех национальностей есть свой алфавит брайлевский. Его нужно, вот эти особенности, языковые, да, их надо адаптировать. Потому что система, которая придумана Луи Брайлем, на основе которой вот это шеститочие лежит, она универсальная, она может адаптироваться. Вот нам повезло, у нас были такие активные незрячие, в 1931 году это сделали. Не во всех регионах он есть, мы помогаем разрабатывать, издают уже сами. Другими словами, значит, латинский алфавит у нас 26 букв, если я не ошибаюсь. Русский — это 33 буквы. Татарский — это 36. Ну, вот эти 6 Нет, букв. 39. 39. 6 дополнительно, да. 6 да. дополнительных. И вот эти 6 дополнительных, если, допустим, с русского языка еще вот эти вот у нас идут буквы, то 6 дополнительных нам пришлось разрабатывать самим. То есть не мы, конечно, наши предки, да, те, которые работали до нас. Вот. И другим регионам, соответственно, тоже, скорее всего, приходится работать по той же схеме. Им нужно вот эти вот недостающие элементы просто восполнить в свои алфавиты. И тогда у них тоже все заработает. Ну вот, соответственно, у удмуртского языка, который изготавливают книги шрифтом Брайля, есть, например, символ, которого нет и в татарском языке, это «з» с 2 точками сверху, как у «ё», да? Соответственно, есть ли какая-то, например, в этом мире комиссия, которая санкционирует принятие нового символа? В 30-х годах такая комиссия была. Сейчас вот как бы нет, это на уровне региона. Но удмуртский Брайль делался в 90-е, получается. Да. И, значит, это было просто республиканское решение. Но сейчас вот идет вопрос к тому, что такую комиссию нужно создавать. Потому что в Якутии такая ситуация, в Якутии есть принятый алфавит давно еще, и все дети, все незрячие уже привыкли, во всех школах по этому алфавиту обучают. Но вот в Якутии появился такой человек, который разработал свой алфавит и хочет его внедрить теперь. Вот. В связи с этим встает вопрос, чтобы такая комиссия какая-то была на уровне, этим занимается Российская государственная библиотека слепых, вот над этим вопросом задумывается уже, и на то, что такая комиссия, она нужна. Сложный вопрос, и я даже понимаю, почему в Якутии появилось такое. В Якутии очень часто любят реформировать систему письма, но странно, потому что все те диакритические знаки, которые есть в татарском языке, они полностью удовлетворяют якутский язык, и даже дополнительных не нужно. Верно. Аудитория, может быть, у кого-то еще сформировались вопросы? Ну, на самом деле, да, тема очень узкая. Это наверное, и объясняется и
то, что количество народа сегодня на нашей лекции, да, но... Ну, просто фестиваль клонится к завершению, поэтому просто даже на всей Красной площади стало меньше посетителей. Это еще объясняет. Мы хотим вам сказать спасибо, то, что вы дали нам возможность рассказать о своей работе, показать свою работу, и от нашей библиотеки вам хотим подарить вот эту вот книгу. Это Тугантель, родной язык Габдуллы И Тукая. Тугантель, Да, и это Матунтель. самое оно. Да, кстати, можно спеть вместе. и На русском, на закончить песню. татарском языках по Брайлю. Спасибо, это невероятно подарок. Вы можете еще поучиться почитать по Брайлю, кстати. Там есть плоскопечатный текст. Я думаю, у нас осталось еще 3 минуты нашего дискуссионного времени, и тогда, наверное, вопрос по поводу ваших читателей из регионов. Наверное, есть татары Сибири, которые обращаются. Обращаются в Новосибирской области, Омской библиотекой, тоже сотрудничаем. Обращаются, да. Ну, я знаю, что мои тактильные книжки, они везде бывают. То есть их просто-напросто выпрашивают, и наше внестационарное обслуживание, оно просто их отправляет почтой. И они там бывают. Вот как вот этот самый медвежонок. Или котенок, кто это? Ну, с нами сегодня еще, давайте расскажем, здесь в гостях, это внештатный библиотекарь, это участник акции «Кошачий трип». Эта акция стартовала в Томске. Недавно этот внештатный усатый сотрудник прибыл к нам, и вот мы его Это сюда такая взяли. вот игра у нас, у библиотекарей. Сейчас буквально недавно к нам прибыл посылкой, пересылается, да, и сейчас Пуш, его зовут Пуш, он у нас вникает в специфику обслуживания незрячих. Мы его будем учить и как печатается Брайль, и как создаются аудиокниги. В общем, вот. Так, представим, да, и фотографируем. Теперь он еще побывал в Москве, Да, на Красной площади. Да, и отвечая на ваши слова благодарности, фестиваль национальных литератур хочет сказать, что для нас было очень важно озвучить эту проблематику, обнаружить ее и показать на федеральном уровне, показать и тем регионам, и тем народам, у которых еще нет этой практики, что она существует, что есть вот такие столпы, которые этим делом занимаются. Поэтому наши благодарности вашему делу. Спасибо Спасибо. большое. Поаплодируем.